УЛУСа. Пока инженеры подключают оборудование для интернета и готовят канал связи, давайте пообщаемся с жителями Наслега. Активистка Жоржетта Ивановна Тикиянова утверждает, что во время пандемии в связи с дистанционным общением ее жизнь стала намного насыщенней. Депутат Наслежного совета, лидер территориального органа самоуправления Айтал. В ее лице представляем вам образ современного, неравнодушного якутянина. Кстати, имя ей и ее одноклассницы Жоржетта дала местная фельдшер, принимавшая роды у их мам. Мама Жоржетты Ивановны была Олонхосутом. Фотографии предков в центре досуга как напоминание, поддержка и связь поколений. Деревья самые чёлотутар спортивные бе ванна культурный төр колор күстәк битәкәһәр. Колор тутуй бигата булалар, җиелә тутуллалар, эдер чадалыксыяр. Отуны бәм булларны те пандемиядан бу хайын булларны огларын биләләр битәктәре. Онда себек колорда бут. Детская площадка битәгәр. Оны горваттак. Оны булларны хайын бәм ота у куппытым. Огларын биләләр пандемиядан оглар үләләр битәктәре. Төлбә битәр бар, микрорайон битәгәр. Онна площадкаларпыт, осен херенне кене бар, хебес. Онна спортивный бар, олаттыр болларына футболный денеме бар. Онна те үс площадка турарында, оны бихе площадка бар. Ол грамоталар барын төлбәннән бары көмелән, оңор буппыт, эдердин, тоқтун, олордун, отохорон хеме бәб атылахан краската үләтел бәгәте болла. Ол борун хаңарда оңорон деген. Онтуп төбеләр бәттә мактарабын. Отоны бихе ул бу күрәктәһин болларына, төбәннән күрәктәһи болларда бары хемир көктәхтә кытталлар холыбыра. Билем болларына скандинавская биле ол туакпытнан грамотнан скандинавская биле палкал буппыт. Онда болларына төчеләр грамбы кенер. Онтуп булар агыз уанча палкал буппыт, онтуптан жарыктанар этебит. Онтан билеген эме өссә би отан Блин, президент граны месурьяры хичабыт. Какой у вас девиз, можете есть? Девиз-то. Народ күйе, көмек күйе ден курдук. Әлбақ бала қолыбы. Оны туарды, біле ойырдақ туақтан туары қуабақ, туары ден бәрі тәбітті. Бір хәметтің вопрос итті система келдірегі. Бір хәңір бұтығар, хорпұтар, еллар бұтығар хуақтар. Хорпұтар кейтбіттер. Ондықтан сүйрі көті хаджибін қас қардымай, біле бар жыққа бедістәққа қайыбын. Бу хатуртаты Айсен Николай билет вакыта эфирге прямой эфиргер онда йыппыты манны эппетен йыппыта атак тока килердим дебите мандык тока баргыт дебите этиба пороскыт дебите оны сүрбек кел сүрбе сылды декке холобра тоғынан дебите бере инвестиционный программанан холобра кирен хепче дебите. Пандемия, она как-то помешала вам? Пандемия-то мне хаме оло без салата олордым же. Раз не онлайн күрәктәге барды хырыттым. Сүстән тақа грамоталарпын, сертификаттарпын. Бектерина да болдым, тоқпа күрәккә барды кыттым. Тиги да болдым, чанны манны барыты бар. Холот бекәскәгә кыттыбытым. Тампага кыттыбытым. Ота конкурстар гиталлар онлайн батта онон сунтарга кыттыбытым ол кутана деңе күндө кенигер кыттамын үһүс месте болбуту күндө хурьячы кенигер юбилей десүс бес сылади ол онна балларына туга ыппыттыра кохон агыта кене кохонун онно видеостан ыппытым онно үһүс месте болбуту кайдар олок атыннык кынакпын багарабын сөйлем болларына ол кохомун такамын ойурга акпытым саңа каар ден өлем литематыгар каямын акпытым мен кобем колбара литературный бектенин тайыр колор мен тугум боло от души таябын сүйсті вопрос так болдым бехен вопрос так болдым. Хотя по образованию вы товаровед, да? Продавец простой. Воспитатель был барайты мурут. Но каян кит бетам дашконнега тут каян кит бетам, антон те продавец кине кит. Олин оннан бардагам.
No tuo hospelar konkursata watan all bihi kad lish bi wala qawi kidi qfida tajim dod bile ora ikkisiga ka entu tasbaqam demet olhin haraza ol bile pradeveski de kidan qalb watan da kasir controller jeneta interest de bol bil man tuo ambasta me man apara color bol kasa apara indien barita dikapahnan jaktara bin bilegen hanatım dağını gördüm dağını ucu onorabın tihagat yeddebin kololu biz bayakpın da hep çabaratın bir de tuğu gördüm interher geldim sebilatim de bile jarıktanan bara uruk diyogalile jen kulüp vardı onda asaslı gade yörmüp iştinev gade yörmüp öyle bir ondan eme oputlar bollak bir bir istenenler bağlar ondan öğrenip legal bolan baramın oğlu bir tangastan benim tigatim bile oğlum konkurskan ve katallar bollak kimere ünküge kimere maskara tinkenen benim tigar bollamdı tuğ nadatından öyle bola bile kadar ola istemit ki ola bile dihan garatim Noto kami bile mana bolar ratu gartigar bollamdı o duşyola ola isnesine ola bollamdı Вы замечаете какие-то результаты вашей работы, вот, ну, как влияние на молодежь? Men bola tölbeğe lid bollam. Men bolana benim tölbeğe hübbe besilulatim. Onda bollana tölbehinen lağır lepetim 11 yıl. On topparolhim bolla men olar katta sibestaqpen atta skolaga bolar kometim. Üsogum ürmeteri ühenler komitiyattabdım. Ölhim bollana barata sibestaq bollamanlık barata. Ölhim bolla men olara me kıhım da bir kıhım kara kıhım bollana etinne me keski qayka hurtaramram kırıqtı hilega ketterete. Ta konkurska ta keskilga taqsım qayattar konkurslar ketterete. Onta sitremen boldana men keskil qayata bildigin ngangıl hurtarabın. Ona tölbem oğullarının kolabra jarıqtabıtım. Emme bir işler mesleğe teksibitler kolabra. Literaturunda bikterine de boldun. Ol bu bili emme konkurslarga kettanlar. Atak bola bildigin bolda siyenin bollana perbe klaska kidde. Cisakım yorot komitiyattabıtım. Onda bolana siyemmer bolana kahvet çorancıga hurtarabın. Hurnalı. Onu bile sorunalı intrihene me onda katın sorunlar da kana me konkurslara katar bollaga. Onu o nahan trihir ölüm bollagana siyenin bilgen ol kahvetin andır katahar min hurnalım dir. Bilgen dagana me hurtara jamanı bile oskolarım bile keskeli çorancıga kolaba hurtarın diyen kolabra etahatib o terapistlerge etahatibin onu uçtallarga tebin kolabra ehege hurtagda kana atın ulus oğulların katta kolay bir sağet onda man tuaqay verene gatibin kolabra atın oğullar kolabra tuğu jarıngtanalları ne bilirler bollabatta Что пожелаете телезрителям? kolabra barı timsülek kıyılak boluq kayın barı ona gılamme çöl olaqtonun dorobay bolun jallaq bolun Добавим, что в селе Магарас сохраняются традиции и в укладе жизни. В хозяйстве Одуну разводят чернобурых лиц и соболей. Именно в Магарасе сохраняют аборигенный якутский скот, который считается исчезающим видом. Предки Саха привезли эту породу с Азии или Алтая. Якутский скот устойчив к болезням, может сам добывать корм. И как родоначальник бык-производитель, связанный с народными мифами, бык часто воспевается в картинах якутских художников. Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет? Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Нет,
человеку знать не дано. Сколько времени будет он жить? Но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть? Жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Как научиться в мире жить? Уметь любить, уметь прощать. И до конца себя отдать. И до конца себя отдать. Жить, жить, жить. Как научиться просто жить с людьми родными рядом быть, Вместе мечтать вместе любить. и каждым мигом своим дорожить. Как можно простить врагу? Как не перейти черту? Как Слезы сдержать в груди, видеть рассвет впереди. Надеяться и верить. прошлый день уже не вернуть? В этом будущей жизни суть. Передать, сохранить, простить. Нашим детям здесь еще жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Жить, жить, жить. Нам с тобой. А счастье по небу кружить. Нам с тобой. И вновь поднимется заря, зарей обнимется земля, зарей обнимется земля. Жить, жить, жить. Как научиться в мире жить? Как листьях утренней зари. Просто любить, просто мечтать. Сердцем своим этот мир согревать. Я вижу себя в свои 18. Музыка, спорт, стремление меняться. Мне важен успех, чтоб в меня кто-то верил всему вопреки. И смогу я подняться. Я помню, как все кричали мне мимо. Учеба, экзамены невыносимо. Единственный сын, единственный шанс. Диплом МГУ, это мой стимул. В моей же истории все по-другому. Схватил пару парней, одобрили дома. Тогда мне сказал один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я будто в больнице. Смотрел им в глаза, смотрел прямо в лица. Уныние ноль, желание жить. Не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100. Никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно. Пора все менять, все решено. Я сделал себя чем-то хуже. Ты можешь так, ну чем ты хуже. Хватайся за шанс своими руками. Меняй свою жизнь вместе с нами. Жить, жить, жить. Нам с тобой. Как научиться просто жить?
воевать, А человеком просто стать, а человеком просто просто жить. На огромные шахты. Я плавал на ядерных лодках подводных. Я летал на бомбардировщиках. Было естественно посмотреть, как работает вот эта военная машина, как работает армия, как работает оборонное сознание не на макетах, не на учебных полигонах, а на войне. Есть ли вещи, о которых вы не могли писать? Нет таких вещей. Я писал обо всем, что мне было интересно писать. Меня трепали, конечно, но не сильно. Какой опыт вы получили в этих командировках? А я как-то считал, передо мной было 16 войн, 16 взрезов. Ведь война, она вспарывает чехлы, и видна вся требуха. Видны люди, видны истинные отношения, видны тайны, вскрываются государственные и людские инстинкты. И я приобрел вот этот опыт. Александр Андреевич, вот на этой фотографии есть все подсказки. Это какой-то фронтовой уже корреспондент, наверное, судя по всему. Да, он какой-то пне. Кто это, я не могу сказать. Может, это Симонов. Алексей Сурков. Угу. Попытайтесь догадаться, какая фотография у меня в руках. Там на этой фотографии каска есть? Ну нет, здесь нет каски. И блокнота нет? Нет. Кого я хочу вам сейчас показать? Ну, может, меня? Да, абсолютно точно. Тогда скажите, где это? Это Афганистан. Это ущелье Саланг. Это вершина горы, где располагался наблюдательный пункт, пост. Когда в первый раз вы попали в Афганистан? В самом-самом начале января 1979 года. Тогда еще дворец, это Амина, который штурмовал наш спецназ, он еще был наполнен этим вот злобонием боя. Валялись бинты окровавленные, кольца от гранат, все было исхлестано очередями. Так что я был в самом-самом начале войны. Когда вы туда летели, вы представляли, что там происходит? Никто не представлял себе, что там происходит. Когда отправляли туда наших военных, контингенты, им давали какую-то крохотную книжечку для туристов, чтобы они хоть чуть-чуть узнали место, куда они едут. И там не было карты. У меня была карта туристическая. И потом, когда я написал свой роман «Дерево в центре Кабула», этот роман служил молодым офицерам и солдатам путеводным справочником. Они из этого романа узнали, что это страна, как она живет, какие боевые действия там происходят. А вам приходилось применять оружие? Пожалуй, нет. В вас стреляли? Промахивались. Вот здесь вы с оружием. Вот это ничего отвратительнее журналистов, которые говорят, что не носят оружие. Симонов носил оружие, и Сурков носил оружие. Когда едет туда журналист и требует, чтобы его охраняли, ему дают там 2 или 3 солдатиков с оружием. Это свинство. Он отвлекает своей гнусной персоной людей с линии фронта. Внимание на экран. Александр Андреевич постоянно рисковал своей жизнью, находясь в нашей среде. У меня это вызывало чувство бешенства, потому что он хотел быть с нами вместе. Если для офицера это работа обычная, так как офицер пошел добровольно, и он знал, на что идет, то для солдат и людей, которые находились рядом, это уже героический подвиг. И мы все очень благодарны ему, что из его творческой деятельности тема Афганистана не уходит.
Да, это мой друг. Он был комбат горно-стрелкового батальона. Он гонял на своем БТРе сверху вниз по Салангу. Под ним сгорело 2 БТРа. Мы с ним прекрасно пили в его штабе. Он для меня такой вот символ такого отважного, бесшабашного, очень сердечного, благородного, иногда смешного, но героика Валя Глушко. В общей сложности сколько же командировок-то у вас было в Афганистан? Может быть, 14, а может и больше. Почему вы возвращались снова и снова? У Пастернака есть такое четверостишее о Кавказе. Страну не знали в Петербурге, но, провожая вновь и вновь, бронили сына в черной бурке за чертову его любовь. У меня в руках стариннейшая фотография. Вы когда-нибудь ее видели? Я вижу Сциллу и Харибду, я вижу узкий поток. И эта дорога, которая не имеет ни начала, ни конца. Вы можете предположить, что это за дорога? Может быть, это Паншер, может быть, это Саланг. Ведь они везде примерно одинаковые. Да. Это места, где расступаются вот эти скалы, возникает такое русло, по которому катятся эпохи, истории. А я хочу вас спросить о человеке. Человек этот был здесь, на этой дороге много раз. И этот человек имеет непосредственное отношение к вам. Может быть, это Цаголовкин? Может быть. Это ваш очень близкий человек. Может быть, это Глушко? Нет, не знаю. Родной человек. Нет, я не отгадаю. Ну, помогите мне. Это военно-грузинская дорога. И на этой дороге часто бывал ваш родственник. Да. Чья фотография у меня в руке? Ну, я думаю, что на этой фотографии, наверное, Тит Алексеевич Фефелов, мой прадед, который был ямщиком. Военно-грузинская дорога в ту пору была очень активная. Это была дорога, по которой шли войска, снабжались фуражом конницы, двигались снаряды. И мой дед, Тит Алексеевич, он гонял тройки по военно-грузинской дороге. Ваш прадед из Малакан. Кто такие малакане? Ну, малакане – это такие изумительные существа, они только отчасти люди. В другой части они, видимо, ангелы. И они, эти малакане, в свое время жили и христианствовали в Тамбовской губернии. Их не устраивала вот эта обрядовая церковь. Они хотели пробиться сквозь обряды, они хотели чистого духа. И они собрались и отправились на Кавказ. И там огромные поселения. И я жил среди вот этих малаканских преданий. И для меня малакане – это были люди молока. Мне бабушка объясняла, они малакане потому, что они сели на таких горах известняковых, где текли ручьи белые, и они были молочные ручьи. А в детстве с вами разговаривали о вере? В детстве со мной разговаривали бабушка о вере. Она научила меня молитве «Отче наш». Вы приняли таинство крещения в детстве или уже в сознательном возрасте? Да, я уже в сознательном возрасте. Я крестился в 1972 году. Я мучительно подходил к кресту. Я хотел поцеловать крест, еще не будучи крещенным, стоя в очереди к священнику. Я уже подходил к нему, потом какая-то сила меня отталкивала, разворачивала, я уходил. Так несколько раз. Меня что-то гнало. И вот это, может быть, потому что я был не готов к этому. Но это чувство прошло. Я преодолел что-то. А что я не могу понять? Я не стал ни лучше, ни хуже. Смотрите далее. Лечит ли время, когда уходит самый близкий человек? Твоя вторая половинка. А я же сказал своей жене, что я никогда с ней не расстанусь. Я до сих пор с ней расстаюсь. Как инженер Проханов, работавший в закрытом НИИ, резко изменил свою жизнь и стал лесничим. Это было бунтом, конечно. Я ушел от цивилизации. И многие считали, что это протест. Феликс «Веселая охота». Новое лакомство для вкусной игры. Феликс, лови вкуснятину.
Коттедж для командира. Министр обороны хочет существенно повысить качество жизни офицерских семей. Начнут с горной бригады в Туве. Мы собрались сделать здесь эталон, чтобы всем показывать, как должен жить командир бригады и его зам. Это надо делать, это лучше. Новоселье у командиров на берегу Енисея уже через месяц. Проверка учебным боем новых систем С-400. Есть пуск, ракета уходит в небо. Зенитно-ракетный полк отправился с полигона на боевое дежурство. Морская пехота Северного флота осваивает самый экологичный заполярный транспорт. И все это без топлива, без шума двигателей. Военные итоги недели подведем в программе «Служу России». Наши герои и я, Юрий Подкопаев, ждем вас в это воскресное утро на «Звезде». Котик, помоги. Не могу, у меня лапки. Подарки всем, у кого лапки. Кэшбэк и много других призов от Вискас. От булавки до приставки на Озон. От смартфона до плафона на Озон. Сегодня электрогриль Тефаль за 3990 рублей и скидка 30% по промокоду на капсулы Лёр и Якобс. Шаумы – часть вашей семьи и маленьких повседневных моментов. Вот уже более 80 лет Шаумы заботится о волосах каждого члена семьи.